Знакомьтесь, это Боб, и он ужасно боится змей. Но сегодня он решил посмотреть своим страхом в лицо и столкнуться с этими ядовитыми существами. Не волнуйся, Боб, у нас есть противоядие. Давай начнем с гадюки. Обычно они не нападают на человека, если их не тревожить. Как и большинство змей, они не имеют слуха и обоняния, а также не видят дальше 2 метров. Зато гадюка чувствует любые вибрации и так охотится. Не волнуйся, Боб. Яд гадюки не очень опасен. В худшем случае у тебя появится тошнота и головокружение. Куда опаснее для человека кобра. По распущенному капюшону видно, что она раздражена. Будь Боб заклинателем змей, он бы загипнотизировал кобру своей дудочкой. Но жалкие потуги Боба только сильнее злят ее. За укус кобра впрыскивает около 7 мл яда, токсин которого вызывает проблемы с дыханием и остановку сердца в течение суток. Боб может попробовать отсосать яд из раны. Но важно, чтобы в ротовой полости не было открытых ранок, иначе яд попадет в них, и Боб лишь ускорит свою смерть. Кажется, Боб решил прижечь рану. К сожалению, это бесполезно, ведь ожог не сможет остановить яд, а значит, Боб зря причинил себе огромную боль. К тому же, громкие крики Боба привлекли внимание тайпана, одной из самых ядовитых змей на свете, которая всегда первыми нападает на человека. Ведь тайпан еще и самая агрессивная змея. Один укус вызывает паралич дыхательной системы и нарушает свертываемость крови. От яда тайпана можно умереть всего за 12 часов. Но, учитывая, сколько уже яда в Бобе, счет идет на минуты. Так. Надо скорее ввести противоядие. Где же оно? Было где-то здесь. Сейчас мы его найдем, Боб, никуда не уходи. Показывай этот ролик друзьям с серпентофобией и подпишись на канал, чтобы не пропустить новый эксперимент над Бобом. Боб, противоядие готово. Боб, не будь ребенком. Тебе следовало бы принять противоядие, вместо того, чтобы играть со змеями. Ладно, Боб, тогда дай знать, когда освободишься.